Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Это хорошая школа жизни. Президент посетил военно-патриотический лагерь «Молодая Абхазия-2016». Поблагодарил прежнего министра и пожелал успехов новому. Премьер представил коллективу Министерства соцобеспечения нового главу. Где и за сколько можно купить учебники? Специальный репортаж программы. В начале выпуска о кадровых назначениях президент Рауль Хаджимба подписал указы о назначениях министров Республики Абхазия. Министром сельского хозяйства назначен Даур Тарба, министром образования и науки Адгур Какоба, министром здравоохранения Анзор Гов, министром юстиции Марина Пилия, министром экономики Адгур Харзанба. Президент Рауль Хаджимба посетил международный военно-патриотический лагерь «Молодая Абхазия-2016» в Кадорском ущелье в селе Ажара Гулерипского района. В этом году в лагере участвовали более 100 молодых людей из Абхазии, Южной Осетии, России, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства понаблюдал за тем, как отдыхают ребята, осмотрел помещение лагеря, посетил полигон. В поездке Рауля Хаджимба сопровождал министр обороны республики Мираб Кишмария. Подробности в репортаже Беллы Кварчи. После долгой дороги глазу открылось живописное местечко под названием Мрамба. Здание руководства лагеря с флагами нашей страны и молодежного движения «Молодая Абхазия». Начальник лагеря Аляс Авицба по-военному четко поприветствовал президента. Товарищ Верховный Главнокомандующий, личный состав военно-полевого патриотического лагеря «Молодая Абхазия-2016» по случаю вашего прибытия построено. Докладывает начальник лагеря лейтенант запаса Авицба. Вольно! Вольно! Красавцы! Глава государства пообщался с ребятами, поинтересовался, как проходит служба. Именно так здесь называют пребывание в лагере. Рауль Хаджимба поощрил руководство и участников лагеря за развитие и укрепление братских отношений между народами. Лучшие были награждены часами и почетными грамотами. Президент в сопровождении министра обороны осмотрел помещения лагеря, места, где ребята отдыхают, столовую, спальные комнаты, оружейную. В беседе с ребятами Рауль Хаджимба отметил, что этот 5-й юбилейный лагерь приобрел поистине международный характер и выразил надежду, что все его участники в будущем станут достойными защитниками своей родины. Надеюсь на то, что и в последующие годы, когда мы будем организовывать такого рода лагеря, участников станет шире. Хотим, чтобы люди наши могли бы общаться, встречаться, получать новые навыки, новые знания. И будем все вместе строить наш общий дом. Международный военно-полевой лагерь «Молодая Абхазия» проводится по инициативе Госкомитета по молодежной политике и молодежного движения «Молодая Абхазия» при поддержке Министерства обороны республики. Желающих принять участие в лагере было очень много. Даже пришлось проводить собеседование. По признанию ребят, особенно им понравилось преодоление полосы препятствий. Полоса препятствий и скалолазание — это было очень интересно. По-моему, это было самое интересное в этом лагере. Были инструкторы, и я думаю, всем и каждому в этом лагере понравилась эта полоса препятствий. Военной подготовкой в лагере занимаются опытные инструкторы. Ребята здесь овладевают основами полевых навыков и военной дисциплины. Рауль Хаджимба посетил полигон, где участники лагеря обучаются стрельбе из разных видов оружия. Юноши продемонстрировали президенту свое умение обращаться со стрелковым оружием. Одиночными, по грудным мишеням. Огонь! Президент Рауль Хаджимба также принял участие в молении, где были вознесены молитвы Всевышнему, поздравив всех участников лагеря и за процветание наших стран. Белла Кварчи, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня премьер-министр Беслан Барцец представил коллективу Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии нового министра. Указом президента 23 августа министром соцобеспечения и охраны труда республики назначен Руслан Аджба, с 2011 года занимавший должность председателя пенсионного фонда. Он сменил на посту министра Сурена Кирселяна, возглавлявшего министерство с октября 2014 года.
Назначение Руслана Аджба, экономиста по образованию, министром труда, занятости и социального обеспечения Абхазии, стало вполне закономерным, так как он знаком с работой в структуре изнутри. Начинал свою трудовую деятельность именно здесь. Опыт и знания, накопленные им также за годы работы в пенсионном фонде, в контрольно-ревизионном управлении Минфина, позволят Руслану Аджба решать задачи, которые стоят перед министерством, подчеркнул премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц, представляя коллективу нового министра. Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу, связанные с упорядочением списков пенсионеров, которые не получают российскую пенсию. Вы знаете, что в соответствии с соглашением такие суммы к нам поступили, но они до сих пор остаются нераспределенными, и в этой связи нужно активизировать эту работу, наладить более четкое и оперативное взаимодействие с территориальными подразделениями, органами соцобеспечения. Мы должны понимать одно: те, с кем вы работаете, кто приходит в это ведомство, это наиболее незащищенные, уязвимые слои нашего населения. К сожалению, у нас остаются семьи, для которых пенсионные выплаты старшему поколению являются единственным источником доходов. И поэтому своевременные выплаты – это одна из самых главных задач. Зачастую у нас получается так, что когда у нас есть средства на наших счетах, но почему-то выплаты задерживаются. Вследствие чего это происходит? Почему все эти вопросы нужно будет новому руководителю вместе с опытной командой, которую я здесь вижу, решать? Премьер-министр поблагодарил за работу Сурена Кирселяна, при котором были подписаны ряд межправительственных соглашений о пенсионном обеспечении граждан России, проживающих в Абхазии. В свою очередь Сурен Кирселян отметил, что министерство и пенсионный фонд всегда плотно сотрудничали, и Руслану Аджба не придется вникать в суть проблем, так как он в курсе текущих дел. Я тоже хочу сказать пару слов и прежде всего поблагодарить коллектив, уважаемые коллеги, за ту работу, которую мы с вами провели. Здесь премьер-министром поставлены четкие и ясные задачи. Я думаю, что квалификация, умение, знание, опыт наших работников позволит это сделать, особенно под руководством Руслана Таифовича. Руслан Аджба поблагодарил руководство Абхазии за доверие и выразил уверенность, что вместе с профессиональным коллективом министерства они добьются хороших результатов. Я понимаю всю ответственность, знаю проблемы, которые существуют, и знаю коллектив. И я уверен, что с этим коллективом мы вместе добьемся хороших результатов. Спасибо. Руслан Таифович Аджба родился в селе Ачандара Гудаутского района в 1975 году. В 1992 окончил Ачандарскую среднюю школу. В 1999 году окончил экономический факультет Абхазского госуниверситета. Амрамич Басаида Гухава, Абхазское телевидение. Мы продолжаем цикл специальных репортажей, посвященных новому учебному году. Сегодня речь пойдет об обеспеченности школ учебниками. Многие родители, да и сами школьники зачастую сталкиваются с проблемой приобретения необходимого учебного пособия. Школа в этом деле мало чем помогает. Где и главное, за сколько можно купить учебники, выясняла Саресмар. Если со школьной формой и портфелями многие уже определились, то возникает еще одна проблема – где приобрести школьные учебники. В этом году об этом частично позаботилось Министерство образования Абхазии. Например, теперь родителям не придется самостоятельно покупать анбан, историю Абхазии, книги по абхазскому языку и литературе, математику для начальных классов, а также методические пособия для учителей. Наши школы будут обеспечены учебниками. Учебники, которые издаются здесь вот в Абхазии для абхазских школ, бесплатно будут пользоваться наши учащиеся. Качество учебников у нас каждый год растет, оно улучшается. Вот посмотрите, какой красивый учебник у нас анбан вышел. Вот красочный, яркий, рисунки яркие, красивые, качество бумаги хорошее, содержание тоже улучшается. Из года в год у нас качество учебников намного лучше. Я думаю, что это будут рады и ученики, и учителя. Ситуация со школьными учебниками во всех школах практически одинаковая. Полностью обеспечить необходимыми учебниками школы могут только начальные классы. Старшеклассникам в основном выдают только абхазскую литературу, а в поисках учебников по иностранному языку, физике, химии, географии, алгебре и остальным предметам родители обивают пороги магазинов и других торговых точек. Есть проблема и очень большая проблема. В основном у нас не хватают учебники
по математике, по географии, по физике, по истории. Мы получаем только учебники, которые выделяет наше министерство. А вот эти учебники мы не получаем. Вот это у нас большая проблема. И ученикам приходится покупать эти учебники на рынке или в магазине. Тем не менее, есть школы в Сухуми, которые хоть и в малых количествах, но все же обеспечены необходимыми учебниками, в том числе и для старших классов. По словам директора 14-й школы Риты Бения, та малая часть книг, которые у них есть в школьной библиотеке, в первую очередь распределяется между малоимущими и многодетными семьями. В книжных магазинах практически не протолкнуться. Цены здесь хоть и высокие, от 400 рублей до 1000 за один учебник. У родителей нет другого выхода. Приходится покупать. К школе готовятся и учителя. Например, в магазине «Школьный двор» они могут приобрести все необходимые методические пособия. Кроме того, здесь можно заказать нужную книгу или учебник. Постоянно берем в этом магазине. Почти все есть. И для школьников тоже. Можно заказать учебники, если их нет в наличии. Завезут. Практически все бывает. Родители тоже заказывают. Иногда классы прямо. И привозят. Цены в магазинах довольно полярные. Один и тот же учебник может стоить по-разному. Из-за отсутствия единого тарифа на школьные товары родители вынуждены переплачивать. В книжных магазинах также много детей. Они в поисках учебников, по которым будут заниматься весь год. Это всегда можно найти, которые книги нам в школе нужны. География, биология, математика, всякое такое. За меньшую цену учебники можно приобрести на рынке от 50 рублей и выше. Но тут уж как повезет, ведь выбора здесь намного меньше и качество товара не самое лучшее. В основном эти книги покупают родители, которые не могут приобрести новые учебники из-за их дороговизны. Сегодня ни одна школа страны не может себе позволить самостоятельно приобрести книги для своих учащихся, а родители не оставляют в школе в дар книги, которые купили сами своим детям. И поэтому, в том числе, вопрос, как сделать так, чтобы перед учебным годом родители и дети не бегали в поисках учебников, так и остается открытым. Сария Смыртимур Гугохия, Саид Айба, Абхазское телевидение. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Республике Абхазия, приступили к отработке задач по подавлению системы связи и навигации условного противника. Репортаж Симы Аргун. Специальные учения проводились на полигоне Гудаута. К мероприятию были привлечены около 100 военнослужащих и до 20 единиц специальной военной техники, в том числе современные автоматизированные станции радиопомех «Житель» и «Синица» на базе автомобилей КАМАЗ. У нас здесь на 7-й военной базе мы подготовили, сделали специальное поле специалистов РЭП, на котором мы сейчас находимся с вами. Оборудовали его плакатной материальной базой, берем с собой ротно-материальную, учебно-материальную базу. И, соответственно, стараемся как можно чаще, но это получается, как раз, согласно правилам боеподготовки, каждый день проводим занятия здесь, на поле. В ходе практических тренировок военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы российской военной базы отработали задачи подавления средств радиосвязи, навигации и радиолокации условного противника, отработали вопросы по искажению навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения. Военнослужащие осуществили пеленгации всех радиоэлектронных объектов в радиусе 40 километров, провели сбор и анализ разведывательной информации. При отработке задач по нарушению связи условного противника специалисты РЭП военной базы применяют машины помех «Лава» на базе автомобилей УАЗ-Патриот. С нашей роты РЭП проводились занятия, ротные тактики, специальные учения, которые применяли следующие образцы техники. Станция Р-330Ж, станция «Лава РП», «Ларандит», Р-330Б. В результате чего были подавлены, по розыгрышу были подавлены средства сотовой связи противника, средства радиосвязи противника. Они были запеленгованы и подавлены нашими комплексами. В ходе учения специалисты РЭП выполняют нормативы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы и отрабатывают вопросы воздействия на навигационные системы беспилотной авиации условного врага. Эффективность создаваемых зон радиопомех в ходе полевого выхода оценили операторы полевого узла связи 7-й военной базы. Сима Аргун, Саид Айба, Абхазское телевидение.
Более 2 миллионов человек и 440 тысяч транспортных средств с начала лета прошли через таможню на российско-абхазской границе. Это на 15% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщается на сайте газеты «Гудок» со ссылкой на ТАСС и пресс-службу сочинской таможни. С ростом числа пересекающих границу с Абхазией граждан увеличилось и количество выявленных нарушений таможенного законодательства. Так, в таможне в Сочи напомнили, что беспошлино из Абхазии можно ввезти до 3 литров алкогольных напитков на одного совершеннолетнего, а с уплатой пошлины не более 5 литров. Без уплаты таможенных платежей россияне могут ввозить для личного пользования не более 10 пачек сигарет. Именно абхазское вино и табак пользуются большой популярностью у российских туристов. Кроме того, по данным пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, поток пересекающих российско-абхазскую границу за первое полугодие 2016 года увеличился на 20% и по прогнозам по итогам курортного сезона может вырасти на треть. Красноярские спелеологи собираются исследовать пещеру Сарма, расположенную в Абхазии в горном массиве Арабика. Об этом сообщается на сайте НИА Красноярск. Научно-исследовательская экспедиция пройдет в сентябре. Пещера Сарма является второй в мире по глубине, которая составляет 1830 метров. Примерно такую высоту можно представить, поставив друг на друга 60 девятиэтажных домов. Спелеологи планируют найти новые проходы и продолжить исследование пещеры еще на больших глубинах, а также провести ряд научных экспериментов по зоологии и микробиологии пещерной полости. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 31-33 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.